Сергий преподобный принял, когда монахом стал. А в детстве его звали просто Варфоломей. И был он одним из 3 сыновей ростовского боярина Кирилла. А ну стой, сейчас догоню! Ну, дети, довольно. Ступайте грамоте учиться. Батюшка ждет уже. Аз, буки, веди. Буки, Веди. Братья его внимательно учителя слушали, а Варфоломей часто задумывался. Восхищала его красота и мудрость мироустройства. Варфоломей, повтори. буки. Сильно переживал Варфоломей от того, что оказался таким неспособным. При любой возможности молил он Бога о помощи в учебе. Однажды отправил отец мальчика найти отбившегося от табуна жеребенка. Весь день бродил Варфоломей по полям и лесам, но так беглеца и не нашел. И вот под раскидистым дубом на пути домой увидел он склоненного над книгой старца. Это что, лев? Что, чадо, картинка понравилась? Еще как понравилось. Ой, простите. Здравствуйте, отче. Так держи, почитай. Тут и содержание прекрасно. Не умею я читать. Как не бьюсь. Даже молитвы мои не помогают. Я за тебя помолюсь. Вот, съешь эту просфору. Позвал мальчик старца в дом к родителям. Дом у боярина Кирилла хоть и не богат, а путника всегда примет и накормит. Сперва пища духовная. Прочти-ка здесь. Читай. Будут есть бедные и насытятся. И восхвалят Господа ищущие Его. И сказал им старец, что Варфоломей – избранник Господа, и ждет его великая судьба. Да никак это ангел Божий. Тятя, смотри! Жеребенок вернулся! С тех пор Варфоломей не просто стал бегло читать, но и глубоко понимать написанное. Шло время, дети росли. Матушка, я на холм змея запускать. Ой!
пролетели незаметно. Старший брат Стефан готовился стать ученым мужем. Младший брат Петр собирался жениться. А заветной мечтой Варфоломея было уйти в монахи. Так, надень. Ветрено, простудишься ведь. Дети выросли, а родители состарились. Петр и Стефан разъехались. Но как не хотелось Варфоломею уйти от жизни мирской в монастырь, как не рвалась душа его исполнить свое предназначение, не покинул он родителей. Отец, я в церковь. Скоро вернусь. А под старость родители Варфоломея и сами захотели принять монашеский постриг и удалились в Ходьковский монастырь. Но и тогда не оставил их Варфоломей. Лишь когда земной путь их подошел к концу, сполна отдав сынове долг, пошел Варфоломей к своему предназначению. Есть посреди Радонежского леса холм, свободный от деревьев, маковиц. Здесь Варфоломей церковь поставил во имя Святой Троицы. Здесь он нашел уединение для труда и молитвы. Здесь был пострижен в монахи и новое имя обрел – Сергий. И здесь же он нашел уединение для труда и молитвы. Жизнь в лесу была полна тягот и лишений. Ой, слава богу, осталась еще одна краюха хлеба. Но трудно было не только человеку. В тот год зима выдалась особенно лютая, голодная. Что, косолапый, голод спать не дает? На, вот поешь. Но не только голод, холод и одиночество осложняли жизнь отшельника. Здесь Сергия ждали испытания и пострашнее. Темные силы хотели напугать, прогнать Сергия, заставить отступить с выбранного им пути.
укрепи мой дух. Не дай сойти с пути своего. Огради меня силою креста твоего. Ну что, косматый, справились-таки с темными с Божьей помощью. Спасибо тебе. Ах ты, растрепа какой. А назову-ка я тебя Ерошка. С тех пор Ерошка часто стал приходить к Сергию. Преподобный разговаривал с ним и делил со зверем последний кусок хлеба. Но полетела молва. Стали приходить к Сергию люди. Здравствуй, отче. Прими к себе нас. Монахами. С тобою спастись хотим. Труден путь монашеский, лишений полон. Знаем, отче, это ничего. Да, это ничего, не боимся. Ты нам пример. Тому, кто спастись желает, лишение в радость. Так Маковецкая пустынь в обитель переродилась. Как-то проезжал мимо Троицы один купец. Богат был тот купец, да жаден. Собирался он на ярмарку обозами торговать и решил попросить у отца Сергия благословения. Спрятал он обозы свои, а сам прикинулся бедным странником, чтобы ничего в дар Богу не приносить. Но когда подошел купец к отцу Сергию, тот лишь взглянул на него и увидел, что вокруг шеи купца обвился страшный золотой змей. Господь да благословит тебя. Но помни, корень всякому беззаконию, змей сребролюбия. Не понимаю я тебя, отче. Открылось мне, что нужно тебе задержаться у нас в монастыре. Благодарствую, отче, но мне пора в путь. На то Божья воля, а я лишь вижу, что уезжать тебе сейчас опасно. А заодно и отобедаешь, чем Бог послал. Да что же за страхи там Сергий увидел? Сам я здоров, с обозом охрана не слабая. Видать, понял отец, что не из бедных я. На подношение надеется. Радуйся и ты, пастух стада Христова, и мир Божий да пребывает с тобою. Это епископ Стефан, спешащий в Москву, остановился на своем пути и поклонился Пресвятой Троице, и нас, грешных, благословил. Хлеб передайте, пожалуйста. Ох, и скудны же харчи монастырские. Разбойники! Так вот, о чем отец Сергий говорил. Но как? А как он мог это увидеть? Нет, нет, не может быть такого. Просто совпадение. О, это же епископ Стефан. Сейчас все и проверим. Постой, мил человек! А правда ли, что епископ Стефан остановился на своем пути и поклонился в сторону обители? Все так и было. Остановился, сотворил молитву Пресвятой Троице и в сторону обители поклонился. Мир тебе!
Прости меня, отче, что жаден был и веры не имел. Спас ты меня сегодня. Увидел беду загодя. Не я вижу, а Господь мне глаза открывает. А ты, коли хочешь на праведный путь встать, сердце свое от страсти сребролюбия освободи, и тогда тебе прозрение будет. С тех пор купец изменился и остался в обители, простым трудником. Но к Богу путь у каждого свой. Чего всех держишь, брат? Водиц-то побыстрее набирай. А как быстрее? Иссякает родник, не бежит вода. А другой источник? Далеко, за лесом. Полдня пути. Но не истопишь. Ну уж нет. Благослови, отче. Что случилось, братья? Отвернулся Господь от обители. Без воды мы остались. Не может он отвернуться. Попросим с верой, услышит Господь, поможет. Просили уже, каждый день просим. Уж я точно с верой прошу. Моей веры на двоих хватит. Да вот, иссяк источник. Не то место ты для обители выбрал. Ну а что? Зачем мы здесь? Душ спасать? Или о воде просить? А, отче? Отец Сергей? Да где же отец Сергий? Нет его в обители. Нигде нет. Эх, я виноват. Обидел я его. Может, в лес пошел? Где же ты, отче? Ужели слова глупца близко к сердцу принял? Слава Богу, нашелся! 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 Недалеко тут! Прости, отче. Забыл я про подвиг веры. Что мне делать? Хочешь, из-за леса носить воду стану? Хочешь, буду росу с травы собирать? А? Ой, чудо! Вода! Вижу я, чудеса твоя вера творит. Чудеса Бог творит, а вера нам помогает. Обитель росла, и после смерти первого игумена нуждалась в управлении. Но не лежала душа отца Сергия к тому, чтобы начальствовать. Хотел он быть простым монахом. И даже переславский епископ Афанасий не сразу смог убедить его возглавить монастырь. Сам я желаю учиться, а не учить. Повиноваться, нежели начальствовать. Но боюсь суда Божия и не знаю, что угодно Богу. Сын и брат мой, к тебе воззвал Господь Бог, посему ты и будь отныне отцом и игуменом для братьев, тобою же собранной в новой обители живоначальной Троицы. Как Господу будет угодно. Вот так отец Сергий и стал игуменом. Но трудное было время. Уж больше века под Ордой Русь жила.
А пришла орда, как потоп. Ни один князь держать ее не смог. Того, кто отпор осмелился дать, разоряла и жгла. Так за несколько лет всю Русь и покорила. И чтобы снова орда не пришла, с тех пор Русь ей дань платила. Первым, кто открыто против орды выступить решил, был князь московский Дмитрий. Хватит Орде подчиняться! Не буду больше дань платить! Хорошо подумал, князь. Не выстоит Москва одна против Орды. Да, одна не выстоит. По кусочку Русь на княжество разбита, потому Орда нас и покорила! Сплотиться нам надо. Да только ни один из князей властью своей поступиться не желает. Что ж у них, силой власть забирать? Силой лишь власть у князей взять можно. Но тебе же верность их нужна. Согласен, отче. Русь тогда сильна будет, когда князья сами придут и рядом станут. Единением и любовью спасемся. Служи Руси, князь. Бог даст, все устроится. А я тебе помогу. Вот и готовы мы. Скажешь свое слово, отче, как в бой пойдем. Будет тебе мое слово, князь. Когда слово идет от сердца полного любви к земле своей, и на воина вдохновит, и к миру сподвигнет. гости в обитель пожаловали. Да, сам князь Дмитрий Московский. Всех собрали, отче. Всех, кто за Русь побороться желает. Крепкие у тебя иноки. Богатыри. Пересвет и Ослябя. Бояре бывшие, дружинники. А служили где? У князя Ростовского. Басгаков охраняли. Сборщиков дани ордынских. Что же это? Все забрали. Стой! Куда ты? Один, с вилами. Так Орду не одолеешь. А за тебя Орда всю деревню накажет. Ну все ж забрали. Как зиму-то пережить? Что творите-то, братья? Под одним же богом ходим.
Нет! Стой! Тяжело. Свой народ грабим. Врага оберегай. Как искупить такое? Есть лишь один способ. В монастырь пойду. К отцу Сергию. Да, нелегка иная служба. Но набрала уже силы Русь. Может теперь и с Ордой сразиться. Большая битва грядет. Все князья наконец собрались. Победим, свободными станем. А проиграем, навеки под Ордой останемся. Не сомневайся, князь. Бог с тобой. Ты победишь. Благослови тебя, Господи. Что творите-то, братья? Под одним же Богом ходим. Пусть пересветы ослябя с тобой. Дам им оружие нетленное, которое послужит им вместо щитов и мечей. Так и мы за Русь поборемся. Птицы явились преподобному, как пророчество множества учеников, что последуют по его стопам, что разделят с преподобным монастырскую жизнь и станут свидетелями великих чудес. Появление божественного огня и сослужение ангелов во время совершения преподобным Сергием литургии. Явление Пресвятой Богородицы и многих других. Пророчество сбывалось. Множилось число учеников преподобного. Но много больше обителей будет основано руками учеников преподобного, разлетевшихся подобно птицам по всем уголкам русской земли. В середине XVIII века Троице-Сергиев монастырь получил статус лавры. А после разгрома Наполеона лавра приняла в свои стены первый в нашей стране вуз – Славяно-Греко-Латинскую академию, которая здесь получила свое современное имя – Московская духовная академия.